Так называемые зоны опережающего развития, а именно такую планируют создать в масштабах Бреста, существуют в России, Казахстане и Китае. Идея родилась еще в 2018 году, после визита представителей Брестского научно-технологического парка в Китай. Инновационная зона может стать производственной площадкой для резидентов технопарка, которые преодолеют уровень стартапа и начнут расширяться. Процесс логичный. Сейчас и в самом технопарке активными темпами идет модернизация для того, чтобы дать возможность работы для новых резидентов, так называемого Брестского ПВТ. Получилось так, что уже этот проект, в общем-то, выходит на уровень и исполнительной власти поддержки, и возникает потребность разработки законодательной основы для этого проекта. Мы должны все-таки делать понятные условия, правила, которые будут давать основу для развития для всех, дать возможность тем предприятиям, что есть, получить дополнительный стимул для развития. А новым предприятиям, новым инвесторам мы хотели бы предложить, соответственно, новые условия для ведения бизнеса в городе Бресте, Брестской области. От проекта виртуального к шагам реальным вопрос реализации рассматривали и на заседании хозяйственного актива Бреста в конце прошлой недели. Квартал, который ограничен улицы Московская, Пионерская, Янки Купалы, Вторая Заводская и Советской Конституции, реально это будет совершенно другой промышленный кластер. Да, сохранятся там предприятие «Ковры» Бреста, сохранится там наш ламповый завод, электромеханический завод, но не в формате умирающих предприятий, а в формате уже обновленных предприятий. А вот эта вся огромная территория, 120 гектар, она будет разделена на инвестиционные предложения под создание новых видов производства. Тезисы развития законодательной базы в IT-сфере директор Брестского технопарка Дмитрий Макарук озвучил с трибуны 6-го Всебелорусского народного собрания. Например, о механизме спин-офф, который может объединить на старте научные центры в лице университетов и Национальной академии наук и бизнес. Это позволит вузам коммерциализировать еще больше разработок. Еще один из механизмов поддержки развития инновационного производства – система венчурного капитала. Венчурный капитал – это даже не только для поддержки стартапов, это для поддержки высокорискованных проектов бизнесов. Чаще всего венчурное финансирование предполагает, что мы профинансировали 10 проектов, но если хотя бы один из них выстрелил, он перекрывает потери по оставшимся 9. И это еще, в общем-то, название у этого финансирования – это умное финансирование. То есть изначально оно строится на том, чтобы этим проектам помогать не только финансово, но помогать, есть такое понятие, менторство, сопровождение, то есть акселерация. То есть мы помогаем развиваться проекту не только деньгами, но и опытом, связями и тем функционалом. Совокупность всех этих тезисов сходится к единой цели – развития инновационного предпринимательства в стране, для того, чтобы еще больше проектов могли по праву реализовываться с приставкой «Смарт». При том, что главная составляющая этой концепции – люди – есть и в нашей стране, и в нашем регионе, уверен Дмитрий Макарук.